Добрый вечер, уважаемые телезрители. Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов и Анастасия Кобузева. Добрый вечер, и сегодня в эфире. Добро дано, теперь за работу. Илтумен одобрил чиновников на ключевые посты. Кандидатуры представил Айсен Николаев. Также назначен министр предпринимательства. Кто занял этот пост? Осторожно, гололед. Автолюбителей и пешеходов призывают быть бдительнее и осторожнее. На дворе один из самых опасных сезонов в году. Доступная среда для слабовидящих. Есть ли она в Якутске? Как живут и передвигаются эти люди в столице? Какие основные проблемы для незрячей категории граждан? В поисках крыши над головой погорельцам по Чернышевского 70 до сих пор негде жить, а зима близко. Что делать этим людям? Какие у них остаются варианты? Быстрый доступ во всемирную паутину. В округ Мальжагар Хангаласского района пришел высокоскоростной интернет. Какие возможности там теперь появились с приходом оптики? И на ринге лучшие. В Якутске продолжается чемпионат России по боксу. Вся последняя информация к этому часу. Начнем выпуск с темы рассмотрения Госсобранием Илтумен кандидатур на ключевые посты в руководстве республики. На должность председателя правительства на расширенном заседании Постоянного комитета Илтумен по госстроительству и законодательству рассмотрели кандидатуру Владимира Солодова. Все 15 членов комитета единогласно проголосовали «за». Кандидатура будет утверждена 18 октября на пленарном заседании парламента республики. Владимир Викторович за короткий срок работы, который работает в республике, он буквально несколько месяцев в качестве исполняющей обязанности успел вникнуть в проблемы республики, всесторонне владеет материалом, не только по основным экономическим направлениям, которые должны реализовать в ближайшие годы правительства нашей республики. Анастасия, какие еще кандидатуры рассмотрели в парламенте республики, что известно к этой минуте? Да, Влад, помимо премьер-министра, парламент сегодня рассмотрел кандидатуры первых вице-премьеров и зампредов правительства. Так, члены сразу 4 комитетов Илтумена одобрили кандидатуру Алексея Стручкова, предложенную главой Якутии на должность первого зампреда правительства, и рекомендовали Госсобранию дать согласие руководителю региона на назначение Стручкова в должность. Представляя кандидатуру Алексея Стручкова на пост первого вице-премьера, Айсен Николаев назвал его одним из самых компетентных руководителей экономического блока в республике. Цитата: «Знаю его многие десятилетия как опытного, стратегически мыслящего руководителя, который всегда ориентирован на результат», отметил Илдархан. А за какой сектор будет отвечать Стручков? Влад, расскажи подробнее о том, какие вопросы он будет курировать. И также известно, что сегодня Илтумен рассматривал кандидатуру министров финансов и экономики. Да, Анастасия, это так. У Алексея Стручкова, как известно, важнейший блок. Он будет отвечать за вопросы финансовой, бюджетной, экономической, налоговой политики, административно-территориальное устройство, за разработку государственных программ, формирование инвестпрограмму, систему госзакупок, организацию и предоставление государственных и муниципальных услуг. Также он будет отвечать за ценовую и тарифную политику, вопросы занятости, трудовых ресурсов. Очевидно, что этот ключевой пост в правительстве, от его работы будет очень многое зависеть в регионе. Не менее важные кандидатуры, как ты подчеркнула, рассмотрел Илтумен далее. Это Валерий Жандоров на пост министра финансов и Майя Данилова на пост министра экономики. Они тоже были одобрены единогласно. И вот стало известно буквально несколько минут назад, что депутаты профильных комитетов Илтумена поддержали и назначение Алексея Колодезникова на должность первого заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия, Балабкина на должность зампреда.
Да, Ольга Балабкина она также рассмотрена и одобрена профильным комитетом на свою должность вице-премьера республики. Ну, впрочем, то, что Илтумен с высокой долей вероятности одобрит вот все эти озвученные нами кандидатуры на важнейшие посты, было ожидаемо. Эти люди были предложены новым главой республики Айсеном Николаевым и уже работали с приставкой ИО последние месяцы. Им известна проблематика во вверенных им постах и должностях. Остается пожелать всем этим людям удачи в работе. Кстати, имя того человека, который будет руководить одним из министерств республики, было неизвестно и до сегодняшнего дня. Айсен Николаев подписал указ только сегодня. Да, Анастасия, это прежде всего этого ждали представители предпринимательства и бизнеса. Речь, как вы поняли, о новом министре предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия. Кто это и что о ней известно, Анастасия? На должность назначена Ирина Высоких. Она представитель деловой среды республики, общественный деятель. В 2012 и 2013 годах она была организатором форума Саха-Селигер. В 2014 году избрана председателем контрольно-ревизионной комиссии партии «Единая Россия» по Якутску. А в 2016 году избрана в пленум Союза женских организаций республики. С 2016 года член Координационного совета по предпринимательству при главе Якутии. С 2016 года бизнес-наставник, программа наставничества Министерства предпринимательства Якутии. Первым заместителем Ирины Высоких назначена Ирина Гаргач, заместителем Максим Прокопьев. На этом тему по назначениям и рассмотрениям этих кандидатур оставим на следующие выпуски. Окончательное рассмотрение парламента пройдет 18-19 октября. Сейчас перейдем к другим темам. Якутия вошла в двадцатку регионов по объему ввода жилья. Об этом свидетельствуют данные агентства РИА Рейтинг. Исследование основано на данных Росстата за период с июля 2017 по июнь 2018 года. Больше всего жилья в пересчете на одного жителя за этот период введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях. Меньше всего в Магаданской. Объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается более чем в 30 раз, говорится в этом сообщении. В первой двадцатке только 3 региона, расположенные за Уральскими горами. Помимо Тюменской области, это Алтай и Якутия. Перенесли дату демонтажа наплавного моста через Тюкян. Окончательный демонтаж будет произведен 17 октября. А разбор наплавного моста через реку Малая Батуобия на федеральной трассе Вилюй был произведен 11 октября. В период начала ледостава до становления ледовой переправы будет установлен перерыв движения по данным водным преградам. А на дорогах и тротуарах в городах республики один из самых опасных сезонов в году – гололед. Справляются ли коммунальные службы Якутска с проблемными участками, Анастасия? Добавлю, что горожанам нужно быть особо осторожными не только на дорогах, но и тротуарах, дворах и переходах. Обращение людей с травмами становится все больше. Обо всем по порядку в репортаже Дмитрия Тымырова. Неожиданно выпал снег, шутят жители Якутска. Ранние осадки серьезно замечают городские службы. Симптомы известны: обильные снегопады, сильные морозы и гололед на дорогах. Ну, вообще мы, значит, ориентируемся по погоде, естественно. Погода в этом году раньше, выпали осадки раньше, чем предполагалось. Обычно у нас зимний сезон начинается с 15 октября каждого года, но в этом году, значит, осадки выпали раньше. К зиме были не готовы и водители транспортных средств. Только за прошлые выходные было зафиксировано 11 случаев дорожно-транспортного происшествия. Также выросло обращение горожан к травматологам. В пятницу у нас было 80 обращений, в субботу 86 и в воскресенье уже 91 обращение. Это только первичных пациентов. Все силы коммунальных служб на борьбу с гололедом. Отсыпка речным песком – главный метод борьбы. Ну, сейчас мы применяем в основном это песком, отсыпка песком. Ездят, значит, у нас более 10 единиц техники, это пескачей. В
В основном такой у нас метод идет. Использовать химические реагенты можно, только эффекта не будет. Ну, вообще химические реагенты определенные, они могут показать свою эффективность до, там, по-моему, 15 градусов мороза. А мы работу проводим, ну, сами видите, и ниже 20 и 30 градусов, противогололедные мероприятия. Поэтому эффективности больше вреда нанесем и транспорту, и обуви, и экологии нашего города. Бригады рабочих на дорогах 24 часа в сутки. Сегодня власти Якутска сотрудничают с другими российскими городами. Они пытаются найти новый способ борьбы с гололедом. Смотрим на города с более или менее похожим климатом на наш. Где-то и переговоры с ними ведем, и характеристики всех этих химических реагентов берем. Но я говорю, пока не применялись. Как уменьшить вероятность ДТП и травм на дорогах и тротуарах Якутска? Не только ждать снегоуборочную технику. Автомобилистам нужно сменить летнюю резину на зимнюю, а пешеходам надевать обувь с нескользящей подошвой. Дорожные службы уверены, это не последний погодный сюрприз в Якутске. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Джоустан Иннокентьев, Якутск. А что думают сами горожане о работе коммунальщиков Якутска по принятым для безопасного передвижения людей? Наш корреспондент Александр Зубехин опросил горожан. Здесь, в центре города, недалеко от площади Ленина, тротуары уже расчищены. Возле пешеходного перехода лежит песок. Однако недалеко, уже на соседней улице, людям приходится ходить по снегу и льду. Чистить надо. Упасть, голову свернуть можно. Каждый горожанин может стать жертвой гололеда. Пожилые люди в зоне риска. Вот когда такая погода весной и осенью, надо обязательно вот такие насадки покупать, потому что они помогают, они не скальзываются они. Очень хорошая вещь. Поэтому я советую, рекомендую обязательно вот такие надеть. Здесь, на улице Орджоникидзе, к работам по расчистке тротуаров еще не приступали. И улицы похожи больше на каток. Ушибы, растяжения, иногда переломы, спутники гололеда и остатков снега. Максим играл с друзьями в снежки на тротуаре по улице Можайского. Побежал и подскользнулся. Не было убрано, там был снег и гололед вроде бы того. И я прям на руку упал, и у меня связки порвались. И я пошел домой, и потом А на следующий день у меня уже опухло, и я уже обратился к врачу. Однако не все так плохо, и здесь же, на Орджоникидзе, производится отсыпка песком подступов к пешеходному переходу. Нам дали задание, чтобы песок засыпать в перекресток, чтобы люди чтобы скользко не было. Мы вот по Кирова засыпаем сейчас Октябрьскую улицу, и Аюнскую уже засыпали. Медленно, возмущаются жители Якутска. Такими темпами город или утонет в снегу, или превратится в один большой каток. Пора бы уже убирать лед, засыпать его песком, потому что опасно ходить, и это опасно для здоровья. Можно повредить что-нибудь. Александр Зубехин, Дилус Иннокентьев, Якутск. Сейчас короткая пауза, буквально меньше 1 минуты. Оставайтесь с нами, смотрите во второй части программы «Итоги дня». Вот что будет. В поисках крыши над головой погорельцам по Чернышевского 70 до сих пор негде жить, а зима близко. Что делать этим людям? Какие у них остаются варианты? Быстрый доступ во всемирную паутину в округ Мальжигар Хангаласского района пришел высокоскоростной интернет. Какие возможности там теперь появились с приходом оптики? Доступная среда для слабовидящих. Есть ли она в Якутске? Как живут и передвигаются эти люди в столице? Какие основные проблемы для незрячей категории граждан сейчас есть? На ринге только лучшие. В Якутске продолжается чемпионат России по боксу. Вся последняя информация. Это Якутия-24 в прямом эфире. Продолжается выпуск программы «Итоги дня». Я Влад Давыдов и это Анастасия Кобызева. Мы продолжаем наш выпуск.
Если тяжело и опасно передвигаться простым здоровым людям в Якутске, то что говорить о слабовидящих? Очевидно, что Якутск не приспособлен для незрячей категории граждан. Как живут и передвигаются эти люди сегодня в столице? О накопившихся проблемах для слепых сегодня в Международный день белой трости нашему корреспонденту Марьяне Кутуковой рассказал председатель городского общества слепых Роман Данилов. Загорелся зеленый сигнал светофора. Как вам этот светофор? В отличие от проспекта Ленина, здесь очень удобно переходить улицу. Громко говорит, удобно, с двух сторон очень хорошо слышно. Говорящий светофор на улице Кирова. Вот и вся доступная среда для слабовидящих, говорит Роман Данилов. Якутск для людей с проблемами зрения как непроходимые дебри. В поликлинике, да, мы постоянно тоже ходим. Никакого тут ориентира для нас, специально для нас, такого нету вообще. Для колясочников, пожалуйста, вот у них есть пандусы, а для нашего контингента нету, к сожалению. А какими должны быть именно ориентиры для слабовидящих, слепых? Вот, например, для слабовидящих тут на первом кольце должны быть желтый знак, желтая линия и шероховатая должна быть. Такого у нас нету. Вот. И здесь вот, например, тоже вот здесь тоже желтый знак должен быть для слабовидящих. Вот и здесь никакого сигнала нету, что здесь поликлиника находится, где дверь находится, не видно, не слышно. Мы не можем найти, например. Сложнее и с общественным транспортом. Номера автобусных маршрутов не видно. Усугубляет ситуацию тонировка. Для слепых обязательно голосовое сопровождение. К слову, такая система в мире уже есть. Называется «Говорящий город». Если бы эта система у нас в городе и республике заработала бы, вообще здорово было бы. А вы, например, обращались Ну, вот, к кому-нибудь за помощью? да, Ваше общество всероссийское, да? пытались, но никак этот вопрос. Очень дорогостоящая система эта. Вот поэтому никак пока не получается. А вы были вот в других городах, пользовались, да, Нет, я не пользовался. Я на Ютубе это постоянно смотрю, слежу за этим. Чтобы облегчить трудности на пути, Роман Данилов пользуется всеми удобными приложениями в телефоне. Но это неправильно, уверен он. В современном обществе человек не должен оставаться один со своей бедой. О какой доступной среде можно говорить, если у здания общества слепых нет даже обычного тротуара? Марьяна Кутукова, Евгений Новгородов, Якутск. Наша редакция с июля месяца следит за ситуацией жителей дома по адресу Чернышевского, 70. У них обрушилась крыша после пожара. Условия для проживания совсем непригодные, а зима близко. Однако этот дом долгое время не признавали аварийным. Наконец, такое решение приняли. Теперь вопрос встал с маневренным фондом. Где теперь целой семье устроиться? Что предложил Департамент жилищных отношений? Сюжет Анастасии Даниловой. Вышло вот уже 3 выпуска о ситуации, которая коснулась семьи Ирины Пузыревой. Ирина не сдается и пытается добиться от властей крыши над головой. На предложение о маневренном фонде от Департамента жилищных отношений она не отказалась, но до сих пор не понимает, как в одной комнате уместиться ей, ее дочери и 80-летней матери. Человеку в инвалидной коляске без пандуса, без лифта, без балкона даже. То есть это мы на много лет обрекаем маму вообще не выходить на свежий воздух даже. То есть я ее, естественно, не смогу таскать сама, даже просто на крыльцо, даже если мы будем жить на 1-м этаже. Вот. Не квартира, а поле боевых действий. От уютного гнездышка Ирины ледяная пещера. Жить невозможно. После неоднократных обращений женщине предложили временное жилье. Ту самую комнату в общежитии. Вот комиссия рассмотрит и по возможности выделит несколько комнат. Скорее всего, в ближайшие недели должно быть. В начале сентября сгоревший дом Ирины признали аварийным. Предыдущая программа переселения уже закончилась, а значит, полуразрушенная деревяшка зависла в воздухе. Одна дорога в общежитие. Вот мы здесь находимся по адресу Лонгинова, 40/5. Но, как оказалось, что здание закрыто, даже дорожки еще не протоптаны ни в одну из лестничных площадок. Вот, как вы видите, здание находилось в ремонте. Летом были установлены новые окна, но
Ремонт до сих пор не завершен, и здание еще не открыто. Где Ирине жить, мы пока не знаем. Хотя ранее Ирине сообщили, ремонт завершился, про переезд ни слова. Ни балкона, ничего. Это маму запереть здесь вообще без воздуха. Это она будет годами тут сидеть в одной комнате, в 4 стенах. 3 последних месяца Ирина ждала помощи от городских чиновников. Теперь устала. Обещаниям уже не верит. Якутия-24 продолжит следить за этой историей. Анастасия Данилова, Владимир Павлов, Якутск. В округ Мальжагар Хангаласского района пришел высокоскоростной интернет. Торжественный запуск волоконно-оптической линии связи состоялся в селе Титары. Этого события местные жители ждали около 5 лет. Какие возможности появились с приходом оптики у титаринцев и для жителей близлежащих наслегов? Репортаж Виолетты Засимовой. Титаринский наслег состоит из 3 населенных пунктов – Титары, Чкалов и Харьялах. На 3 села около 800 жителей. В основном преобладает старшее поколение, но в то же время в последние годы наблюдается рост строительства жилья для молодых семей и молодых специалистов. Несомненно, с приходом оптики ожидается увеличение количества молодежи в наслеге. Самыми первыми пользователями высокоскоростного интернета в селе Титары стала семья Аммосовых. Раньше они подключались к интернету через спутниковую тарелку, а абонентская плата в месяц составляла более 4000 рублей. Сейчас за шустрый интернет они будут платить в 2 раза меньше. Очень быстрый, сразу входит, там не ждешь, скачивает сразу. Ну, удобно. И Wi-Fi? И Wi-Fi, ага, по дому. Помимо села Титары, доступ к высокоскоростному интернету со скоростью до 4 мегабит в секунду получили жители еще 2 близлежащих наслегов – первый Мальжагар и второй Мальжагар. Весной этого года между администрацией района и компанией Ростелеком было подписано соглашение о строительстве волоконно-оптической линии связи на участке Верхний Бестях, Булгуняхтах, Улаханан, Титары. В начале осени подрядная организация «Связь Эксперт» начала работы по прокладке оптического кабеля. Протяженность линии составила 73 километра. С приходом вот волокна в Хангаласском районе и в других районах, куда приходит оптика, будет развиваться в том числе и сотовая связь, будет появляться 4G, будет развиваться в том числе и телемедицина, и образование. И вот в Хангаласском районе недавно прошел IT-хакатон, и мы надеемся, что с приходом оптоволокна будут появляться местные тоже IT-компании. Еще одну волоконно-оптическую линию связи сейчас прокладывают в заречных наслегах Улуса. Она охватит села Качекадзе, Красный ручей, Кердем и Титабе. Запуск ожидается в конце октября. Уже сейчас известно, что на следующий год намечено строительство ВОЛС до самого отдаленного села Исид. И тогда весь Хангаласский Улус будет полностью покрыт оптикой. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Влад, перейдем к спортивным событиям. У лыжников начинается учебно-тренировочный период, и сборные прибывают на вкатку в Алдан. Да, Центр подготовки лыжников принимает гостей. Из нового в этом году впервые в Южной Якутии будет тренироваться команда из Казахстана. Как встречают спортсменов в Алдане, сюжет Татьяны Вахниной. Алданский центр подготовки лыжников вновь принимает гостей. В Алдан прибыла сборная Казахстана по лыжным гонкам. На южно-якутской земле спортсмены мирового уровня традиционно открывают сезон. Здесь ни один член команды и тем более тренеров в этих краях никогда не было. Да, мы с интересом приехали сюда, честное слово. Знаем этот центр давным-давно. Тем более у нас сейчас работает ваш гражданин России, заслуженный тренер Каминский Юрий Михайлович. Это его инициатива. Казахские лыжники в Якутию приехали впервые, однако Алданский центр подготовки лыжников вышел на международную арену давно. Добро пожаловать! Приветствовали гостей сотрудники центра и воспитанники Республиканской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва города Алдан. В лучших русско-якутских традициях спортсмены угостились караваем и кумысом. Каждый год мы знали команды других стран. Это были сборная Китая, сборная Кореи, сборная России, и были еще гости из Франции и Австрии. Поэтому нам не привыкать. Мы встречаем
очень радушно, как всегда. Мы будем стараться, чтобы им понравилось. Теплая встреча, заселение и обед предварили жесткий режим тренировок, в котором послабление не предусмотрено. После прохождения учебно-тренировочных сборов в Южной Якутии спортсменам предстоят нелегкие испытания на профессионализм и мастерство. Немножко было страшно ехать, все сказали, очень далеко, все удивляются, о, Якутия. На самом деле интересно, всю дорогу практически я проспала, как в самолете, так и здесь. Родители у меня живут в Новосибирске, и дорога далась, в принципе, неплохо, потому что туда я приехала с Павлодара, там побыла пару дней, и потом самолет. К еще не завоеванным высотам спортсмена приближает каждая 100-метровка. Сборная Казахстана по лыжным гонкам проведет в Алдане месяц. Небольшой мороз и оптимальный снежный покров являются идеальными условиями для вкатки. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Да, вот продолжая спортивную тематику, поступают ежеминутно новости про чемпионат России по боксу, который проходит сейчас у нас на этой неделе в Якутске. Событий очень много, новостей тоже. Что известно к этой минуте? Да, действительно, напряжение царит не только на ринге чемпионата, но и в зрительском зале. Кстати, сегодня в Якутск прилетел главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Обо всех подробностях расскажет наш корреспондент Юрий Осипов. На протяжении 1,5 недель «Триумф» стал вторым домом для всех почитателей бокса. Каждый день здесь проходят десятки поединков. Программу каждого дня разделили на 2 части. Первая дневная сессия проходит с 12, и вечерняя регулярно проходит с 5 часов. Среди зрителей простые болельщики и те, для кого бокс – вторая жизнь. Заслуженный тренер России Радик Гайфулович переживает не только за ребят собственной команды. Для него важен красивый поединок. Чемпионат, конечно, проводится на высшем уровне, организация, все очень хорошо. И собрались очень сильные боксеры, это свет нашей России. Все выбираются в первые места. Тут действительно отбор идет на чемпионат мира. И, конечно, идут упорные бои. Пройти мимо самого важного старта страны по боксу не смог и главный тренер сборной России по боксу Эдуард Кравцов. Сегодня он в Якутске, присматривается к участникам турнира. Жаркие бои, много боев близких, равных. Это говорит о том, что сам по себе у нас уровень бокса в России потихонечку стал выравниваться, то есть и конкуренция стала выше, то есть это радует. Посмотрим сейчас, как дальше пойдет, то есть, надеюсь, этот чемпионат определит сильнейших именно ребят, даже в весовой категории. Не только победы или поражения вызывают взрыв эмоций у зрителей. Каждый удар, нанесенный боксерами, не остается без внимания любителей спорта джентльменов. Неповторимую атмосферу чемпионата России, уверены бойцы и тренеры, создают болельщики. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте в курсе. Еще больше новостей вы сможете найти на наших официальных сайтах yak24.ru и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.